almadım. Bu yerlerde doyalmadım. Hasret oldum vatanıma, güzelim Kırım. Как все дети, играла, гуляла. В основном мы бегали, играли в Хан-Сарае, это наша дворцовая площадка была. Бахчисарай – это в первую очередь для меня Хан-Сарай. Я очень любила танцевать. Песни Идия Топчана, наша была соседки, под эти песни в основном танцевали и играли. Он находился в Керчи в госпитале. Мустафа Ага Селимов поехал его навестить, а их в этот день эвакуировать собирались. Погрузили, говорит, на пароходы и тут же разбомбили. Все, говорит, погибли. Потом Карбабашку расстреляли. Мои дяди, один погиб под Москвой, другой в Австралии. Екатизем, Битам, Мен. Ну, к нам такие ребята попали. Он такой хороший парень был, я очень хорошо помню. Он говорит: бабушка, вас повезут далеко-далеко, поэтому вам надо много брать. Вытащил пододеяльник с одеяла и говорит: давайте все складывайте сюда. И даже положил машинку швейную. Полуголодные, как все, мы оказались около двери. Вот, туалета нет, извини меня, все это проблема, переполненный вагон, болеет, умирает. Страшная картина, конечно, была, очень страшно. Страшно нас встречали, кричали, что-то руками махали. Вот я помню, эта толпа стояла напротив вагонов. Поселили в землянке. 2 этажа там внутри было. Было страшно, голодно. Шакалы подходили прямо к этим дверям землянок. Я и до сих пор помню их страшные глаза. Потом через пару месяцев наш родственник из Самарканда, который попал в Самарканд, нам сделал вызов, но в Самарканд нам не разрешили. И мы попали по Даргонский район, станцию Джума. Вот там я пошла в 1 класс, там мы жили. 10 лет там училась. Приехала я в Самарканд, сдала документы в университет, устроилась в общежитие, Узбекский государственный университет, физико-математический факультет. В одной группе со мной учился Ролан Кадыев. Сидим в гостях, пьем кофе, заходят 2 ребят. Такой старый таджикский дом, дверка такая низенькая, они высокие, согнулись. С одним я встретилась глазами и думаю: за этого парня я выйду замуж. И усмехнулась. В это время мне был совсем другой интерес. Работа на грани была, физики и химии. Пришла в институт химии. Ну, и мне там замдиректора говорит: а что, в Ташкенте нету, что ли, института химии, вы в Баку приехали? Я говорю, крымская татарка,
А он говорит, все понятно. Взял телефон, позвонил кому-то и говорит, ты помнишь Чубанзаде? Вот, говорит, его землячка приехала, защищаться надо. Буквально в 5 минут все устроилось, я защитилась на химика Бакун. Ой, в 1989 году бросил свою директорскую работу, шикарную квартиру в центре Ташкента у нас была. И приехал сюда. Он был заслуженный инженер. А работала я в Ташкенте сначала как в физико-техническом институте, потом часть института разделили, и стал институт электроники. Я там и работала. Я всегда хотела в Крым переехать. Я начала писать проекты. Разные проекты по разным проблемам. В основном эти были права человека, права женщин, права детей, проблемы образования и культуры. В 1995 году я устроилась на работу помощником депутата Верховной Ради. Ну и там я уже стала помогать школам. Стали наши первые крымско-татарские школы открываться в Октябрьском, Старом Крыму. Любить свой народ, семью и быть преданным. Любить Крым в первую очередь. И, конечно, образованными. Как говорил Мустафа Гаселимов, нам нужна наша интеллигенция. Учитесь, служите народу.